Воскресенье не повод сидеть дома. В третий крайний день голосования на президентских выборах открыто 142 участковые избирательные комиссии, одна из которых расположена на базе Политехнического колледжа. Свою работу 615-й избирательный участок начал, как и полагается, в 8 часов утра. Всего за УИКом закреплено 2590 человек. Установлены 5 кабинок, в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Люди идут активно, осознают всю серьезность и масштабность события. Буквально с утра у нас, с 8 утра у нас активно проходят избиратели. Я уже не говорю о предыдущих 2 дней, там вообще у нас и концерт был. К полудню здесь проголосовало 1977 человек. Это более 70% от общего количества избирателей. На участке дежурят правоохранительные органы. За порядком следят общественные наблюдатели. Чтобы все прошло максимально прозрачно, установлены камеры видеонаблюдения. В первую очередь это делается для комфорта голосующих. Для избирателей созданы все удобства, все условия. У нас работает медицинский пункт с 8 утра до 20:00. Также у нас создана комната, есть комната матери и ребенка, если вдруг придут родители с детьми, с маленькими. Они могут спокойно передать в комнату нянечки. У нас есть нянечка, передать нянечке, и они будут смотреть, пока они не закончат свое голосование. В одиночку, с семьями или с коллегами люди голосуют активно. На 620-м участке сейчас многолюдно. Его развернули в стенах Наздрановского дворца культуры. Пришел отдать свой голос на выборы президента Российской Федерации для стабильности, для нашего Кавказа, для России, для Ингушетии. Это долг каждого гражданина Российской Федерации. В этом году выборы президента впервые длятся не 1, а 3 дня. В первую очередь это сделано для удобства избирателей. УИК также предлагает возможность проголосовать на дому и создание резервного списка. Уже зарегистрировалась, все нормально, проголосовала, все без молчина, Несмотря на то, что самые активные избиратели – пенсионеры, немало на участке и молодежи. Магомеду Даурбекову недавно исполнилось 19. Он уверен, что каждый совершеннолетний житель республики должен прийти и проголосовать. Я решил проголосовать, потому что это очень важно для меня и для нашего народа, для всего народа Российской Федерации. Мы решили, точнее, я решил выбрать достойного кандидата. И еще для меня это были первые выборы в моей жизни, и для меня было это очень важный и волнительный момент. Созданы все условия и для участников избирательной комиссии. По словам председателя, это еще одна возможность встретиться со всеми знакомыми. Здесь подготовили концертную программу. Большинство жителей незнакомые. Мне приятно их, во-первых, видеть прежде всего. И нравится активность избирателя. А так, со стороны парламента, правительства у нас идет, конечно, поддержка, несмотря на то, что у нас уроза, вечером нас обеспечивают питанием. Вот эта поддержка, она, конечно, тоже бодрит. Кстати, на участке каждый желающий мог также принять участие в голосовании формирования комфортной городской среды. Для этого достаточно иметь при себе телефон. В остальном помогают волонтеры, выбирают территории для благоустройства в 2025 году. Именно по городу Назрань выставлено 4 территории, и на каждую территорию выставлено по 2 дизайн-проекта. То есть каждый человек может выбрать один дизайн-проект из 2 на каждую территорию города Назрань, которая будет благоустроена в следующем году. Для благоустройства в городе Назрань выставлены такие территории, как улица Арчакова за каналом, очень важная улица для жителей района за каналом, прилегающая территория городского пруда, это вообще достопримечательность города, прилегающая территория Алханчурского канала в Центральном округе, это тоже очень большой жилой массив, в котором до сих пор вообще нет ни одной общественной территории, чтобы человек мог прогуляться, посидеть и так далее. И улица Хамхоева в Гамурзиевском округе, которая является связующей между большими 2 улицами, и благоустройства этой улицы очень не хватает, чтобы снизить транзитный поток по другим основным улицам. Результаты будут известны после завершения всех 3 дней голосования. Хава Гагиева, Муслим Арчаков, Магаз 24.